Молодежь – будущее страны. Но не менее важно помнить, что молодежь – это еще и настоящая, поскольку именно она является самой инициативной и динамичной частью общества. Молодым людям присуще желание создавать новое. И поэтому сегодня особое значение придается патриотическому воспитанию, развитию у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну, уважения к ее истории. Так, по инициативе главы администрации Ачамчирского района Беслана Бигвава в Доме культуры в неформальной обстановке прошла встреча с молодежью. Каждый мог высказать свое мнение, как он видит развитие родного района. Хочется побольше людей с вашей среды приобщить к развитию района, услышать ваши идеи, как вы видите развитие города и всего района, как вы думаете, что в первую очередь воплотить, чтобы всю молодежь, которая находится сейчас, ну скажем так, не удел, но имеют потенциал, чтобы ее не бросить, чтобы она как-то была больше привлечена с нами. Я не знаю, как это будет выглядеть, может будет какой-то создан типа совета при администрации района, из там группы лиц вы определите, там несколько человек, определим, где мы будем собираться. Это будет раз в месяц, или 2 раза в месяц, или раз в 3 месяца. Будет, наверное, какой-то устав. Все, что, какие идеи будут, мы сегодня обговорим по возможности. Если она будет продуктивна, я надеюсь, что она будет продуктивна, то это будет более частое общение. Одним из первых вопросов, поступивших от молодежи, стал вопрос помещения, где они могли бы собираться и обсуждать свои идеи и проекты, а также вопрос открытия колледжа для ребят, которые по тем или иным причинам не могут обучаться в государственном университете. Есть у нас дети, которые имеют данные от природы, могут знания в физике, в области физики, математики, геометрии, алгебры проявить. Но бывает, что такие семьи, которые не могут позволить себе финансово поступать в тот же АГУ. Поскольку детский сад переводят в другое место, то на его базе можно открыть колледж, а также выделить кабинет для молодежи. Но это все нужно проработать, отметил Беслан Бигвава. Город начал преображаться, и чтобы дальше развиваться, нужно привлекать побольше молодежи, отмечали участники встречи. Что если, допустим, сделать какой-нибудь, ну может быть это будет сайт или что-то, то есть какой-то типа почтового ящика, куда вот со всего города молодежь может просто идеи кидать свои. Допустим, просто увидел в интернете что-то, взял туда, закинул, и потом уже какая-то, ну из взрослых уже с администрации туда что-то выбирала бы и могли бы делать в городе. И это одно. И второе, сделать какую-то площадку интернет-площадку, может быть это группа в WhatsApp, может еще что-то, где будет очень много молодежи активной, и чтобы вот в городе, допустим, что-то происходит, там, ну, надо там что-то выгрузить, там, те же лавочки, например, или надо что-то еще сделать, чтобы можно было написать, и чтобы все знали, что вот сегодня в такое-то время надо прийти помочь. Может, создадим общественный совет при администрации района, там из нескольких человек вы ее определите, и которым мы будем эту информацию доносить, как видит администрация, а вы уже распространять среди молодежи. Но это ваша идея, вы можете ее реализовать в этом своем общественном совете. Также молодых людей интересовал вопрос трудоустройства после окончания учебы. Есть компании, да, и инвесторы, которые заходят в район наш, например. Да. У нас всегда приоритет ставится вопрос так. В первую очередь, значит, налоговый учет в районе обязательно. И специалисты набираем тоже только с Ачамчирского района, которых мы имеем. Начиная от рабочих, кончая инженеров. Понятно, если у нас там нету космонавтов или водолазов, которых мы не можем предоставить как, ну, с местного, с Ачамчирского района, тогда они могут привлекать уже из других районов, из других государств. Но это всегда вот это вот стоит в приоритете, чтобы именно брали с Ачамчирского района. А то, что касается, какие специалисты у нас есть, ну, для этого у нас есть и отдел молодежи, которая знает, какие дипломные специальности у нас есть, РАНО. Эта работа ведется, да, и это всегда в приоритете. Встреча была очень насыщенной. Молодые люди не только задавали вопросы, но и предлагали свои идеи. Также обсудили организацию праздничного мероприятия ко дню города Ачамчира. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.